Добрый день, меня зовут Юрий Упаев, я являюсь представителем Ишкина Загира Закирыча, который обратился за помощью. И хотелось бы рассказать вам о том беззаконии, беспределе, который творится в деятельности арбитражных управляющих на территории Российской Федерации. Как покрывают их преступную деятельность сотрудники МВД, прокуратуры, суд. 27 января 2017 года Ишкин Загир Закирович на электронной площадке «Фабрикант» увидел извещение о проведении аукциона по реализации имущества СПК колхоза имени Ленина в лице конкурсного управляющего Грачевой Ирины Владимировны. В составе лота было 6 тракторов и 12 прицепов к сельхозтехнике. Поскольку информации о состоянии техники не было, он нашел отчет об оценке на сайте bankrotfedresource.ru. В отчете указано состояние. Посмотрел отчет я этот. В нем хорошо видны фотографии данной техники, присутствуют все единицы, указывается в отчете то, что есть свидетельство о регистрации, номера, все документы необходимые, на специфическое состояние, как удовлетворительная, техника находится на ходу. На основании этого Ишкин Загир Закирович принял для себя решение участвовать непосредственно в аукционе в данном. 2 марта он уже получил, скажем, публикацию в интернете, был опубликован протокол, в соответствии с которым Ишкин Загир Закирович признан победителем торгов как единственный участник. Перечислив остаточные средства в размере, что составило в общей сумме 430 тысяч рублей, он договорился с арбитражным управляющим о передаче техники. Однако, приехав на место, я также сопровождал его. По месту нахождения техники, это село Северное Оренбургской области, выявилось, что Грачева Ирина Владимировна предлагает забрать совершенно другую технику в ужасном состоянии, на ходу, без документов. То есть предлагает забрать ту технику, которая просто находится по данному месту. На технику нет ни номеров, ничего. Предлагает забрать ее, просто говорит, заберите ее, погрузив на трало. Это означает то, что, добравшись до первого поста ДПС, сразу у сотрудников полиции возникнут вопросы, откуда эта техника взялась, как она к нам попала. И получается то, что, скорее всего, сразу же найдется человек, кому принадлежит данная техника, которую забрали. Соответственно, подавались уже заявления в МВД России, прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации, в Росреестр, так как деятельность арбитражных управляющих курируется Федеральной антимонопольной службой и Росреестром. В итоге пришли одни отписки. С МВД России пришли письма о том, что все перенаправляется для рассмотрения в отдел полиции село Северное. Письмо было от 27 апреля 2017 года, однако до сих пор из МВД ничего не пришло. Также подавалось заявление, точнее жалоба по 125 статье Уголовно-процессуального кодекса обжалования бездействия сотрудников МВД и прокуратуры в суд Бугурусланский по подсудности, это село Северное. Также заместитель прокурора Идрис Ильнур Анварович провел проверку, выявил отсутствие 3 тракторов и 2 прицепов, что стало известно Ишкину Загиру Закировичу из телефонного разговора с Идрисовым. Однако данный факт для Идрисова не является преступлением, так как отсутствие техники. То есть Ишкин Загир Закирович, полностью оплатив технику, исполнив все свои обязательства по договору, оплатил ее. И в данный момент он не получил ни одну единицу техники. Это выходит то, что кто-то ее просто похитил или же спрятал. И это не является ни для прокуратуры, ни для МВД ни преступлением. Это просто идет уже, не знаю, как отговорки какие-то. Также выходит то, что ваше имущество может кто-то украсть, и прокуратура скажет то, что извините, а хищения-то нету. В данном случае, судя по действиям Грачевой, это статья 195 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сокрытие и хищение имущества при банкротстве по следующим признакам. Первое, арбитражный управляющий изначально не предоставил отчет об оценке. Второе, скрыл технику. Так как техника в отчете вся есть, она, скажем, была осмотрена, ее состояние было изучено, все единицы техники присутствовали в отчете об оценке. Также были указаны то, что есть все необходимые документы, но по приезду, именно для передачи техники Ишкину Загиру Закировичу, Грачев говорит, что документов на технику нету. Несмотря на то, что согласно российскому законодательству, Грачева, как арбитражный управляющий, может спокойно
пойти в РЭП, по месту регистрации свидетельства автомобилей, и получить необходимые документы, восстановить их по справке учета. Она же это не хочет делать, это лишний раз свидетельствует о том, что, скорее всего, данная техника похищена, отсутствуют документы для того, чтобы технику продать и реализовать в дальнейшем вместе с документами. Направлять жалобу, вот, повторюсь еще раз, в Бугурусланский районный суд по 125 статье на бездействие МВД и прокуратуры, на который получено постановление суда об отказе в удовлетворении жалобы. То есть суд не видит бездействия МВД и прокуратуры. Бездействие МВД заключается в том, что до сих пор нет ответа возбудить уголовное дело, а то, что техника, отсутствует 3 единицы техники, это 3 трактора, которые, понимаете, это не иголка в стогу сена, а большие трактора. Никто их не видел, не хотят их объявлять в розыск, хотя только требуется объявить в розыск. Я думаю, сразу же их можно будет найти даже своими собственными силами. Прокуратура же выявила факт отсутствия именно этих тракторов и прицепов, но для прокуратуры это не является преступлением. И складывается такое впечатление, что на суд, прокуратуру и МВД оказывается давление третьих лиц. Вся техника вводилась, вот насколько уже известно стало, по свободной в интернете информации, которая есть в свободном доступе, то, что техника вводилась из СПК колхоза имени Ленина на имя одноименной ООО имени Ленина. Также одним из учредителей, согласно выпуске ЕГРЮ, является основной учредитель, это Колоколов Сергей Федорович, который сейчас находится в должности замглавы администрации, насколько известно, и является начальником управления сельского хозяйства. Также соучредителем в одноименном ООО имени Ленина является его дочь. Скорее всего, формальность. Потому что при разговоре, когда приехали с Ишкин Загир Закирчиной с передачи техники, которая находилась в селе Северном, нынешний директор ООО имени Ленина Шерифулин Халид Гамерович, он говорит все время: я сейчас в администрацию поеду, согласую с учредителем, я не принимаю здесь никаких решений, я человек маленький. В администрации же работает только Колоколов Сергей Федорович. Также, соответственно, напрашивается вывод о давлении на следствие, прокуратуру и суд именно третьих лиц, которые занимают определенные должности, имеют определенные административные ресурсы. Таким образом, наше действующее законодательство, может быть, скажем, слегка могут люди обойти, которые имеют нужные связи, доступы, скажем, именно к работникам МВД, которые могут с ними общаться, что это является нарушением процессуального кодекса. Но в Российской Федерации на сегодняшний день столь суровые реалии, то, что у вас имущество, которое вы купили, пропадет, и уголовное дело никто не захочет возбуждать. Это обидно и прозаично. Человек полностью потратил денежные средства на то, чтобы купить данную технику. Но данную технику не получил и получает лишь одни насмешки со стороны арбитражного управляющего. Как арбитражный управляющий Грачевин Владимир чувствует свою безнаказанность. Хотелось бы сказать всем так, что те, кто хочет заниматься банкротской деятельностью, покупать имущество должников, обращаюсь к людям, которые хотят этим заниматься. Не то чтобы 10 раз подумайте, а просто посмотрите, как вот реальность работы законов Российской Федерации, она, скажем, оставляет желать лучшего, и неисполнение этих законов, нарушение прав граждан может привести вас к таким последствиям, что отдадите все свои денежные средства и при этом ничего не получите. Хотелось бы поблагодарить всех за внимание, за то, что потратил ваше время. Всем всего доброго.